1905 год отзывается в Уфе невиданными доселе явлениями. К любому прохожему на улице могли подойти молодые люди и, достав револьвер, сказать: «Господин хороший, дайте денег на революцию». Как отреагировала власть на разгул анархии и куда подевалась хваленая твердость царских губернаторов? Легкомысленный тон нашего выступления ни в коем случае не отражает глубины проблемы. Революция 1905-1907 годов стала генеральной репетицией 1917 года. Однако ее значение в истории России, как правило, недооценивается. Казалось, ничто не предвещало бури. Рабочие работали, купцы торговали, крестьяне пахали, чиновники воровали. Все как обычно. Но вот в Петербурге случилось событие, всколыхнувшее всю Россию. Россия терпит позорное поражение в русско-японской войне. В стране и обществе царит атмосфера разочарования. Впервые в новейшей истории европейская держава, каковой себя считала Российская империя, оказывается побежденной азиатской страной. На фоне национального унижения растут протестные настроения россиян, вызванные экономическим кризисом. К сожалению, Николай II Романов не смог в нужный момент, поворотный момент истории, хоть предшественники у него и были, и Петр I, и Александр I, он не смог поворота сделать, который должен, требуется от государственного деятеля, который страну возглавляет. В начале 1905 года забастовали рабочие ряда питерских заводов, всего около 150 тысяч человек. Вскоре возникла идея о подаче царю петиции о народных нуждах, которая быстро получила всеобщую популярность. Священник Георгий Гапон, руководитель собрания фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга, предложил организовать подачу петиции царю как массовое шествие рабочих к Зимнему дворцу. А дальше шли требования, которые реально шли от жизни. Длительный рабочий день, затем большая штрафная система. Ведь в конце XIX века штрафная система нередко поглощала 50% заработной платы. Но куда это годится? Да, капиталисты преследовали, как они считали, благую цель воспитать трудовую дисциплину через рубль. Но заработная плата-то у нас намного ниже была, чем в Европе. Рабочие надеялись, что их проблемы будут разрешены по манию царя. Завершилась петиция прямым обращением к самодержцу. «Вот, государь, наши главные нужды, — говорилось в петиции, — повели и поклянись исполнить их, и ты сделаешь Россию и счастливой, и славной, а имя твое запечатлеешь в сердцах наших и наших потомков на вечные времена. А не повелишь, не отзовешься на нашу мольбу, мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда больше идти и незачем. У нас только два пути – или к свободе и счастью, или в могилу». 9 января 1905 года толпы рабочих во главе со священником Георгием Гапоном двинулись к Зимнему дворцу. Они держали в руках портреты своего царя, Николая II. Однако никто не собирался выслушивать требований трудящихся масс. Мирная демонстрация расстреливается войсками. День 9 января вошел в историю как кровавое воскресенье. По официальным данным, в ходе событий Кровавого воскресенья погибло от 130 до 200 человек. Ленин называет цифру 4600 человек. После расстрела манифестации Гапон обращается к народу. «Родные товарищи рабочие, итак, у нас больше нет царя. Неповинная кровь легла между ним и народом. Да здравствует же начало народной борьбы за свободу». Таким образом, даже священники, не говоря уже о революционных партиях, призвали народ к восстанию. События в Питере эхом отозвались в стране. 12 января в Уфе был организован митинг, посвященный памяти жертвам Кровавого воскресенья. Собралось около 200 человек. 19 января в уфимских железнодорожных мастерских прошел митинг, на котором присутствовало уже 2000 рабочих. Это было началом революции в Уфимской губернии.
И, конечно, Уфа не осталась в стороне от этих событий. Демонстрации и митинги прошли и здесь, потому что этот расстрел вызвал возмущение всей общественности. И не только рабочих, и интеллигенция. Вся русская общественность была возмущена. В Уфе центром сосредоточения либеральных идей было дворянское и земское собрание. И именно здесь возник первый очаг брожения. 7 января, то есть за 2 дня до Кровавого воскресенья, на очередном заседании Земского собрания земцы устраивают антиправительственную демонстрацию. Группа молодежи разбрасывает прокламации с требованием политических свобод. Губернатор Соколовский грозит прислать наряд полиции. Председателю собрания князю Кугушеву ничего не остается, как послать телеграмму министру внутренних дел. Губернатор пасует, и работа Земского собрания продолжается. Кроме либералов, власти противостоят еще более опасные силы в лице социалистических партий, которые безраздельно владеют умами рабочих. В феврале они устраивают демонстративную акцию в здании дворянского собрания в Уфе. Из воспоминаний Камышева. Шли мы с разных концов города, по разным улицам, строго в определенное время. Через 5 минут. 2, дабы не дать подозрения полиции и шпикам. Собралось нас около 30 человек. Уфимские дворяне были удивлены таким большим наплывом людей, совершенно им незнакомых. И к нам трижды подходили дворяне с вопросом, что мы за публика. У нас ответ был короток: слушатели. Собравшись в здании дворянского собрания, рабочие попросили слова для объявления петиции от Организации рабочих Уфы. Им отказали, но они все равно зачитали свои требования и, разбросав листовки с пением варшавянки, удалились. Несмотря на явные признаки брожения, губернатор Соколовский по-прежнему надеялся разогнать бунт черни нагайками казаков. Соколовский профессиональный военный. Он закончил военную академию. До принятия должности уфимского губернатора был военным губернатором Семипалатинской области. Личность губернатора характеризует следующий случай. Однажды на прием к Соколовскому явился муфтий Мухаммедьяр Султанов. Далее рассказывает писатель Сергей Минцлов. Это глава местного мусульманского духовенства, старик, человек, окончивший университет, и весьма почтенный сам по себе. Соколовский приказал провести его в приемную и там продержать около 2 часов. Старик, наконец, не выдержал, встал и обратился к чиновнику для особых поручений. «Передайте вашему начальнику, что таких, как он, губернаторов, в России 53 человека, а таких, как я, всего 2. Так поступать неприлично». И ушел. Презрение губернатора к инородцам и вообще к человеческой личности не могло быть незамеченным. В его адрес сыпятся анонимные угрозы. «Губернатор Соколовский, если хочешь быть живым, то давай скорый ход и свободу совещаниям земств и городов. Грабеж твой идет свободно по Уфимской губернии. Тебя, опричник, убеждать долго не будем. Если будешь упрямиться, то Конституционный комитет произнесет над тобой смертный приговор, который исполним более блестяще, чем над твоим предшественником». Предшественником губернатора Соколовского был Богданович, убитый в 1903 году в Ушаковском парке Уфы по приговору партии эсеров боевиком Егором Дулебовым. Таким образом, власть выдерживала натиск как справа со стороны либералов, так и слева со стороны рабочих, находившихся под полным контролем большевиков. Рабочее движение уже прислушивалось к разным социалистическим партиям, эсеровской партии, партии социал-демократов, и тут уже шла осознанная подготовка со стороны политических партий революционных, подготовка уже вооруженного восстания. Кроме оппозиции справа и слева, под влиянием революции разворачивается аграрное движение, в первую очередь башкир Уфимской губернии. Лишенные миллионов десятин земли прежними командирами Оренбургского края, они понемногу начинают требовать возврата своих прежних владений.
Я видел у здешних башкир старинные документы, уже давно потерявшие юридическое значение, на основании которых коренные жители считают своей собственностью огромные пространства земли в 1000 или более верст, носившие названия Канлинской, Дуванеевской и Тюгбаевой Тюбы. Очевидно, что если теперь разгорится огонь восстания, то причиной его будет не только специально аграрный вопрос, но с точки зрения башкир это будет совершенно справедливый суд Линча над правительственными агентами и над их пособниками, поселившимися на чужих землях, пишет действительный статский советник Плансон уфимскому губернатору. Правительственные агенты сообщают, что в Стерлитамакском уезде в деревнях Новокарамалы, Толбазы, Мустафино усиленно агитируют за захват земли местных помещиков. В деревне Старобабичево и Кармаскалах крестьяне агитируют за отбирание земли у помещика Харитонова. В мае 1905 года башкиры-дворяне деревни Батыровой Читерманской волости, обходя суд, стремятся завладеть землями своих дедов, ныне принадлежавших помещикам Дурасову, Базелеву, Янатаевскому. 4 мая 1905 года все российские газеты облетела весть. Сегодня в городском саду во время антракта спектакля тяжело ранен несколькими пулями из револьвера губернатор генерал-майор Соколовский. Злоумышленник скрылся. Находясь почти в безнадежном состоянии, генерал при полной памяти не теряет присутствие духа. Газета «Русское слово». Мы находимся в Аксаковском саду, бывшем Веденеевском, где когда-то в конце 19 века был построен, и вот здесь находился театр, деревянный театр, я бы сказал, жемчужина нашего деревянной архитектуры, простоявшая до середины 70-х годов. Именно здесь, 3 мая 1905 года, во время спектакля эсеровским боевиком был тяжело ранен уфимский губернатор Иван Николаевич Соколовский. Итак, 3 мая 1905 года в летнем театре Веденеевского сада, теперь это сад имени Аксакова, идет спектакль. Во время антракта к губернатору подходит неизвестный человек и дважды стреляет в него из револьвера системы «Браунинг». Очевидцы рассказывали, что когда к нему на помощь бросился доктор Каплан, Соколовский дрожащей рукой отстранил его со словами «Уберите этого жида». Он не оставил военную службу, в 1906 году был назначен астраханским губернатором и одновременно наказным атаманом Астраханского казачьего войска в чине генерал-майора. Через год получил генерал-лейтенанта и в этой должности оставался до самой революции 1917 года. В июле 1905 года в Уфу, печально известную покушениями на губернаторов, прибывает очередной назначенец – Болеслав Цехановецкий. Болеслав Павлович Цехановецкий происходил из дворян Витебской губернии. До своего назначения в Уфу состоял на должности смоленского губернатора. Он довольно лояльно относился к либерально настроенной интеллигенции и революционным элементам. Не гнушался выступать и перед бастующими рабочими. Поскольку беспрепятственное прохождение грузов по железной дороге на Дальний Восток ввиду продолжающейся войны имело стратегическое значение, Цехановецкий предпринимает все необходимые меры по восстановлению ее работы. Он отправляется на место проведения стачки в железнодорожные мастерские, выступает перед многочисленным собранием рабочих и временно отговаривает их от похода в город. Цехановецкий успел быстро заработать авторитет среди рабочих. Странное с точки зрения реакционеров поведение губернатора, возможно, было вызвано его опасением разделить судьбу двух своих предшественников – Богдановича и Соколовского. Хотя больше оснований думать, что либерализм Цехановецкого был искренним. Однако его поведение вызвало крайнее недовольство консервативной части общества, что заставило некоторых сотрудников канцелярии губернатора писать письма министру внутренних дел, в которых они сетовали на поддержку губернатором революции. В Уфе все бурлило, революция была в разгаре. В отличие от своих предшественников, Цехановецкий был убежденным либералом. Он не боялся встречаться с людьми. Он шел в самые гущу народа. Он пошел в железнодорожные мастерские, где и находился центр революции.
выступал перед рабочими, вступал в дискуссии с профессиональными агитаторами. Ему удалось не допустить беспорядка в городе. Между тем, осенью 1905 года Октябрьская политическая стачка в Москве и Петербурге охватила все промышленные центры и железные дороги страны. Не была исключением и Уфа, в которой забастовали рабочие и служащие железной дороги, телеграфа, банков, магазинов, учащиеся. В этих условиях царь был вынужден пойти на уступки и подписать манифест от 17 октября 1905 года, даровавший народу гражданские свободы, а также парламент в виде Государственной Думы. Это выдающийся документ, это выдающиеся события. В этот день в России прекратила свое существование абсолютная монархия. Россия становится конституционной монархией. Но вся беда Николая была в том, что он сделал это не по своей инициативе, не по своему убеждению. Он это сделал под давлением обстоятельств, под давлением общественности. И поэтому никакой выгоды, никакой политической поддержки, социальной поддержки он не получил. Более того, стало очевидно, если на него попробовать надавить еще, может быть, получить что-то удастся большего. Автором манифеста был председатель Совета министров граф Сергей Витте. Граф Сергей Юльевич Витте происходил из прибалтийских немцев. Выступал за полное освобождение крестьян от выкупа помещичьих земель. Витте, который написал проект манифеста 17 октября, царем потом воспринимался как личный враг. Либералы поспешили заявить, что цель революции достигнута. Царь даровал свободу. По стране прокатилась цепь еврейских погромов, в которых погибло 4000 человек. Один этот факт говорил в пользу того, что значительная часть общества была против либерализации и считала политические реформы временным явлением. Царь также считал манифест временной уступкой. Поговаривали, что дядя царя, великий князь Николай Николаевич, заставил его подписать манифест буквально под дулом пистолета, угрожая в противном случае самоубийством. Уфу охватывает ликование. Царь даровал свободу. Губернатор освобождает всех политзаключенных, а затем вместе с демонстрантами шествует под красными флагами по улицам Уфы. Это нравится не всем. Реакционеры и черносотенцы, коих в городе было не меньше, чем либералов и социалистов, устраивают ответную акцию. В 20-х числах октября в противовес революционным митингам происходит ряд патриотических манифестаций численностью от 10 до 30 тысяч человек. С пением гимна «Боже, царя храни», портретами императорской семьи и иконами они шествуют по улицам города. Все это заканчивается уличными беспорядками и погромами, погибает несколько человек. Губернатору приходится даже посылать солдат, чтобы отбить тела несчастных жертв из рук беснующейся толпы. Из этих событий можно понять, насколько сильными были консервативные настроения в обществе. Несмотря на манифест царя, значительная часть населения продолжала считать дарованные им свободы пустяшной затеей, на которую царь пошел лишь под давлением революции. И считали так небезосновательно. У России в тот момент было два пути выхода из революционного кризиса. Первый – пойти по предложению Витте по пути ограничения монархии, либерализации и немедленного наделения крестьян землей без всяких условий. Второй путь – путем установления диктатуры задушить революцию и остановить процесс либерализации общества. Царь выберет последнее, а для исполнения этого плана призовет самарского губернатора Петра Столыпина. Ему представилось, что очень опытный подавитель крестьянских выступлений, на примере Саратовской губернии, саратовский губернатор Петр Аркадьевич Столыпин, он больше подходит. Поэтому он и соединил две должности: министр внутренних дел и пост председателя Совета министров России. У бюрократии, считавшей манифест от 17 октября 1905 года временной мерой, либерализм Цехановецкого вызвал сильное неудовольствие. На стол министра императорского двора Фредерикса ложились бумаги следующего содержания. Губернатор вступил в тесную связь с местными революционными деятелями.
Открыто объявил, что он не сторонник самодержавия, пропагандировал скорейшее ограничение власти государя Конституцией. Но эта деятельность Цехановецкого, направленная на усмирение города, бескровенное усмирение, на наведение порядка без жертв, вызвала негативное отношение к нему со стороны местной монархической общественности. Монархисты заваливали Петербург петициями о том, что Цехановецкий потакает революционерам, не хочет наведения порядка. Они заявляли, я видел эти документы в архивах, неоднократно о том, что власть в городе захватили не русские, называли Цехановецкого, называли других руководителей городских учреждений. И в конце концов им удалось добиться своего, и в конце ноября 1905 года Болеслава Павловича освобождают от должности уфимского губернатора. Жалобы возымели действие. В конце ноября 1905 года судьба Цехановецкого была решена. Он был отозван из Уфы в то время, как в губернском центре дело шло к открытому мятежу против действующей власти. После манифеста была объявлена амнистия, политическая амнистия 21 октября 1905 года. И в частности, по этой амнистии из уфимской тюрьмы вышел большевик Иван Степанович Якутов, рабочий железнодорожных мастерских. Он вернулся на свое рабочее место. 16 ноября создается стачечный комитет, во главе которого он встал. То есть буквально через 3 недели после освобождения он возглавляет революционную работу здесь, в Уфе. Он готовит всеобщую стачку и готовит вооруженное восстание. Большевики начали вооружаться, стали делать самодельные бомбы, приобретать наганы для того, чтобы устроить вооруженное восстание и здесь, в Уфе. 7 декабря 1905 года в Москве началась политическая забастовка, а через 2 дня – вооруженное восстание. Уфимские товарищи решили не отставать от московских, действуя синхронно. Они 9 декабря на базе стачечного комитета избирают Совет рабочих депутатов, председателем которого становится Иван Якутов. Иван Степанович Якутов происходил из крестьян деревни Королева Бирского уезда, ныне Аскинского района Республики Башкортостан. Революционер с 1899 года. И наши тоже, большевики, к этому готовились. И 9 декабря, после предварительной подготовки, среди рабочих разных цехов было проведено общее собрание всего железнодорожного узла. На нем поставлен был вопрос о том, чтобы провозгласить совет. Поскольку наиболее ярко, наиболее активно выступал Иван Степанович Якутов, то его избрали руководителем совета. Революционное движение в Уфе и губернии вступает в решающую фазу. Учреждение Уфимского совдепа означает создание параллельной властной структуры, а значит двоевластия. Рабочие называют Ивана Якутова президентом Уфимской республики. По его приказу боевики большевиков выставляют свои посты на телеграфе, в кассе, в офисе начальника депо и на станции Уфа. Арестовывают коменданта и офицеров. Фактически, это переворот на отдельно взятой территории города, чего официальные власти потерпеть, конечно же, не могли. К сборочному цеху, где уже стоят около 400 рабочих, подходит отряд солдат из 60 человек. Однако его встречают выстрелами и взрывами 7 бомб. Солдаты отступают, потеряв убитыми и ранеными. Но затем следует новая атака, за которой следует огонь на поражение. Теперь погибает несколько рабочих. Восстание подавляется вооруженной силой. Якутов скрывается. Однако через год оказывается в руках правосудия в Харькове и еще через год, в ноябре 1907 года, подвергается казни во дворе Уфимской тюрьмы. Иван Степанович Якутов после этого бежал в Харьков, где был арестован, выслан сюда обратно в Уфу. Над ним был проведен суд, и как террориста, участвующего в попытке свержения власти и в нанесении и в ранении солдат, и в попытке убийства солдат, по законам военного времени, а во время революции в России были введены военно-полевые суды именно для борьбы с террористами. Вот этим судом он был приговорен к смертной казни, и 9 ноября 1906 года во дворе нашей уфимской тюрьмы был повешен.
Под занавес бурного 1905 года эсеры устраивают очередной теракт. 17 декабря боевик Бушуев 3 пулями ранит исполняющего должность главы региона вице-губернатора Аркадия Килиповского, окончательно закрепив за Уфой репутацию гиблого для губернаторов места. После неудавшегося декабрьского вооруженного восстания 1905 года рабочее движение в Уфимской губернии идет на спад. Активность проявляют лишь боевики РСДРП, производившие так называемые «эксы». Главным завоеванием Первой русской революции было создание Государственной Думы, в стенах которой ковались кадры для будущих политических баталий.